Как мы и обещали, практически всю ночь шла работа над текстом, назвали его «Меморандум о понимании». Активную роль в этом сыграла и Общественная палата, которая ранее занималась такой же проблемой. Меморандум о понимании. Во имя общественного согласия президент Республики Абхазия, Народное собрание, парламент Республики Абхазия, Общественная палата Республики Абхазия, блок оппозиционных сил, другие политические партии и общественные движения, исключая возможность разрешения возникающих в обществе проблем через насилие в какой-то ни было формах, в полной мере осознавая пагубность для республики повторения событий 2004 и 2014 годов, ставя общие интересы выше групповых, партийных, признавая легитимность органов исполнительной власти, согласились с целью достижения политической стабильности придерживаться принципов демократии, предполагающих в том числе и реализацию как общих интересов, так и уважения и учет интересов меньшинства. Развивать политическую жизнь общества исключительно в рамках Конституции Республики Абхазия. Организаторы митингов и демонстраций берут на себя ответственность за обеспечение мирного характера проводимого мероприятия в строгом соответствии с действующим законодательством. Считать обязательным поддержание органами власти постоянного диалога с обществом, политическими партиями, движениями и другими общественными объединениями. Признавая общей целью достижения согласия в обществе как важнейшего фактора стабильного развития республики, участники меморандума едины в стремлении к формированию внутри общества условий, обеспечивающих разрешение возникающих противоречий и конфликтов путем диалога и использования демократических технологий. Это политический документ, который предполагает принятие на себя обязательств лидера политических организаций о неприменении неправовых методов проведения своих политических акций. Вот самый главный посыл и для народа Абхазии, и для общественности. Но здесь главный момент, Валерий Рамшухович, зачитывая его, указал о том, что этот меморандум является открытым, и мы еще надеемся, что представители и блока оппозиционных сил, и представители Ансахара или иных политических партий или общественных организаций могут еще присоединиться к данному документу. Вот от руки сколько? Ребята, подходите, подписывайте. Я имею в виду руководителей. Я просто хочу вас проинформировать, что, наверное, несколько месяцев назад эта работа продолжалась буквально до последнего времени. При непосредственном участии Сакрата Рачевича был составлен документ, фактически вот этот меморандум, который предполагал бесконфликтное развитие страны, даже в случае, если оппозиционные партии недовольны, бывает даже критически с чем-то недовольны. И этот документ, текст этого документа неоднократно согласовывался в Общественной палате, в офисе президента, в оппозиционных организациях и так далее. То есть это был какой-то известный документ, который в силу определенных обстоятельств, которые не имеют прямого отношения к самому тексту этого документа, не был подписан. Но это было совсем буквально недавно. И вчера представители общественных организаций Сакрат Рачевич позвонили нам и сказали, что если мы не против, они бы хотели бы предложить этот вариант еще раз в качестве такой меры разрешения этого конфликтной ситуации. Но опять дальше уже коллеги рассказывали, мы связались и с представителями властей, с представителями оппозиции и получили уже сегодня утром принципиальное согласие подписать этот документ. Я еще раз повторяю слова коллег, это открытый процесс. Те, кто его подписал сегодня, то есть не подписал сегодня, не значит, что они не подпишут его завтра или послезавтра. На мой взгляд, здесь выражены здравые мысли, стабилизирующие ситуацию, мысли которых есть и определенная доля компромисса с двух сторон. То есть то, что нам сегодня, на наш взгляд, необходимо. Мы хотели бы еще раз и поблагодарить, в том числе и Аслана Георгиевича, потому что он оперативно откликнулся на эту инициативу. И несмотря на то, что его коллеги и по блоку пока не подписали, он подписал этот договор, провел такую личную и общественную инициативу. Вы видите, что силовые структуры вышли совершенно без оружия. Я думаю, что мы, может быть, действительно входим в ту полосу, когда эти митинги все будут проходить в правовом русле. Хотелось бы в это очень верить, и дай Бог, чтобы это так было. Парламент постоянно, все депутаты здесь
Я думаю, если что-то будет от нас, какое-то решение, требование какое-то, которое надо рассмотреть, мы готовы, коллеги здесь, собраться в любую минуту. Судя по выступлениям некоторым на митинге оппозиции, конца митинга не предвидится, пока президент не примет их требования и не уйдет в отставку. Каковы ваши действия в парламенте? Вопрос очень интересный. Мы еще не знаем их требований. От выступления одного оратора не зависит решение митинга или схода, как они его назвали. Когда будет официальное какое-то требование, тогда будем уже смотреть, что за требование. Ну, кроме этого, мы хотим сказать, что все мы люди в политическом смысле достаточно опытные и знаем, что между декларированием чего-либо на митингах, сходах и так далее до официальных документов, в которых, как правило, есть определенная доля компромисса и желания урегулировать ситуацию, есть все-таки разница. И мы надеемся, что и сегодняшнее мероприятие, которое происходит на Театральной площади, где стоят наши друзья, и братья, и родственники, и однополчане, и люди, которые, безусловно, переживают за судьбу Абхазии, у них там никаких других мотивов нету. Конечно, безусловно, они тоже примут, как нам кажется, такое взвешенное обращение, заявление, которое мы сможем еще раз обсудить. Если есть необходимость поучаствовать в парламенте вот в этом такой притирке, да, вот между этим решением и решением исполнительной власти, мы, безусловно, примем участие, сделаем все возможное, чтобы наши граждане, наши избиратели, наши друзья, однополчане, родственники вот из этой кризисной ситуации вышли все победителями. А это значит победителями, что значит, чтобы Абхазия получила какой-то шанс на будущее, импульс к развитию. Но мы не сомневаемся, что так будет.